Около 150 тысяч безнадзорных животных насчитывалось в Башкортостане год назад. Данные озвучили службы ветеринарии. Что делать с бродячими собаками и как повысить уровень безопасности, поговорим об этом прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала «Республики». Сегодня с нами Булат Сафин, руководитель временной рабочей группы при комиссии Общественной палаты Башкортостана по решению проблем бездомных животных. Булат, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Вот сейчас в приближении, да, как выглядит эта проблема, что не работает и что можно сделать? Не работает нормальным образом федеральный закон и республиканский закон о ответственном отношении с безнадзорными животными. Не работает он в первую очередь потому, что до введения его в действие не был годами отработан тот механизм, который был введен. И поэтому при реализации этих уже нормативных актов возникли текущие проблемы. Текущие проблемы осложнились тем, что к 2020 году уже накопилось большое количество вот этих животных, огромный ком. Ком, который нарастает, потому что животные размножаются. Это неминуемый биологический процесс. И теперь приходится на ходу и общественным деятелям, и законодателям, и призываем и граждан включаться в этот процесс, решать эту проблему. Какие шаги делаете в первую очередь? В первую очередь, вы поймите, Общественная палата, членом которой я являюсь, мы не законодательный орган, не исполнительный, мы не чиновники. Мы аккумулируем общественное мнение. Поэтому большое спасибо, что вы пригласили нас. Следует обсуждать для того, чтобы органы госвласти понимали, что есть такая проблема, что народ, общество реагирует, и просьба большая к гражданам. Если вы видите агрессивно настроенных бродячих животных, незамедлительно обращайтесь либо в администрацию района, либо в сельский совет. Если вы, конечно, не знаете их номеров, то звоните в 112, потому что обратные сигналы нужны. Это раз, то есть просветительская работа с населением. Второе. В настоящее время мы вот на прошлой неделе провели собрание нашей рабочей группы. Мы саккумулировали там около 15 предложений, обобщили. Это и от ветеринарии, да, у которых жесткая позиция, которые настроены, так скажем, жестко по отношению к этому вопросу. От зоозащитников рациональные предложения имеются. И также соображения других членов Общественной палаты и того, что мы увидели в интернете при анализе его. Эти документы в виде резолюции мы направили во все органы местного самоуправления, в наш Курултай. В заседании рабочей группы также присутствует у нас представитель Курултая, это Шагапова Руфина Аликовна. Она это дело тоже держит на своем контроле. Из-за этих событий, которые произошли в России, в другом регионе не так давно, насчет этого ребенка опять, к сожалению, у нас, к сожалению, так, пока петух не клюнет, никто не начнет скакать. И после этого Государственная Дума Российской Федерации, соответствующий комитет, они поняли, что действительно необходимо, накипели внесение изменений в этот законопроект, накипели вопросы по его реализации, и они начали сбор общественного мнения. Мы одними из первых включились в эту работу и не будем ее останавливать. Поэтому очень сложно, знаете, очень сложно разобраться в этой проблеме, потому что это не то дело, где можно сказать, что у медали две стороны. У этой медали больше, чем 2 или 3 или 4 стороны. Да? С одной стороны, надо наказывать тех людей, которые выбрасывают своих животных на улицу, либо приплод от них. Как это проконтролировать? Какие механизмы рассматриваются? Тут однозначно, наверное, опыта иностранных государств необходимо чипировать домашних животных. И это однозначно, это не принесет никакого вреда животному, это позволит создать ему паспорт, это позволит содержать животного в хорошем состоянии, в том числе то есть активизировать этот процесс сейчас? Да, некоторые говорят, если у вас есть домашние животные, надо их стерилизовать, с тем, чтобы они не размножались. А разрешать размножение только тех животных, которые находятся в специальных питомниках. Эти вопросы спорные, потому что, с одной стороны, животное – это имущество, почему кто-то должен ограничивать в распоряжении и, так сказать, в ущемлении своего имущества. Да? С другой стороны, да, конечно, это помогло справиться с бесконтрольным размножением домашних животных, особенно в деревнях. Но однозначным является наше предложение – это увеличение, причем существенно, ответственности за безнадзорный выгул домашних животных. То есть если они будут
чипированы, всегда можно будет найти, кто их владелец. И при той ситуации, когда это животное гуляет само по себе где-то на улице, немилосердно штрафовать такого владельца вот этого животного. И тех, кто увлечен в выбрасывании, будем обычным языком высказываться, приплода от этих животных на улицу. Угу. Булат, такой вопрос. Вот в данной ситуации есть интересы зоозащитников, есть интересы тех, кто уже пострадал от бродячих животных, либо на них напали эти бродячие животные, причинили травмы, да, есть и смертельные случаи, о которых вы тоже упомянули. Как, по вашему мнению, соблюсти баланс между личными интересами и публичными вот в данном случае? Вы еще забыли упомянуть как раз-таки публичную сторону, потому что ответственность за вред, причиненный вот этими животными, бродячими, безнадзорными, несет сельский совет, администрация сельского совета, администрация городов, сельских поселений, сельсоветов. И им надо задуматься в первую очередь об этом вопросе. Но примеры ясны, да, всегда найдут того, кто виноват. Это, как правило, глава администрации, на которого, так сказать, пальцем указывают и говорят: ты не принял все меры для того, чтобы здесь не было этих собак. А у него инструментов нет, может быть, каких-то. Поэтому, во-первых, как обеспечить, вы спрашиваете, соблюдение баланса всех интересов? Во-первых, все-таки давайте мы постараемся реализовать этот закон и в рамках него и действовать. Если сказано отлавливать, стерилизовывать бродячих животных, надо это делать, надо эффективно это делать. Гражданам надо эффективно звонить. А то вот опять-таки, вот, давайте вернемся к случаю на ХБК, который произошел буквально на прошлой неделе в Уфе. Да. Но, простите, да, очень плохо, да, планового, видимо, объезда не было, да, как положено. Администрация, видимо, там, планово не объезжала, не осматривала эту территорию. Что надо делать, тем более сейчас перед весной, всем в Башкирии. Напомню телезрителям, около 20 бродячих собак напали на ребенка, и ребенку помог дворник, который рядом трудился, да, и вот он кинул лом в этих собак, они разбежались, после чего ребенок спокойно ушел, хотя опасность была очень высокая. Да, но и я закончу эту мысль. Да, да, вот конечно. Это, конечно, да, но я не поверю, что эта стая собак, она как бы прилетела на космическом корабле, высадили десант. Эти собаки, они там же довольно долгое время ходили, бродили, в стаю сбивались. Где были жители? Они мимо проходили, ну ладно, их не тронули, и бог бы с ним. Ну, как раз таки они говорят о том, что они неоднократно сообщали. Говорить можно все, что угодно в стремлении собрать как можно больше лайков в интернете под всякими разными роликами. Но если вы обнаруживаете подобного рода бродячие собаки, ну звоните, 112, звоните в администрацию. Потому что легко так говорить, мы звонили куда-то зачем-то. Но крайне я сомневаюсь, что были обоснованы какие-то звонки и так далее. Ну, даже давайте так, звонили, всегда ведь говорят входящий номер. Вот сейчас прокуратура занимается вопросом вот по конкретно этому случаю. Я думаю, что журналы входящих сообщений 112 и специализированных организаций будут подняты. И опять-таки вопрос к органам местного самоуправления. Почему среди граждан не распространяются номера телефонов, по которым надо звонить, когда это видится? Я подчеркиваю, и это и плохо, но с другой стороны хорошо, что вот мы по этому поводу собрались. Сейчас будет весна. Сейчас этих собак, которые были в прошлом году, и которые, очень много которых, их стало больше за лето, на порядок может быть больше. Сейчас начнется период гона весеннего. Собаки будут агрессивными. Мы опять столкнемся неминуемо с этими проблемами. Надо планово объезжать территории, выявлять собак и активизироваться, наконец, по этому поводу, заключать договоры с организациями. Ну, должна быть какая-то контролирующая структура, видимо, чтобы был результат. Кто это? Но управление ветеринарии занимается контролем в этой сфере, но у них их полномочия ограничены тоже законом. Поэтому Булат, все вместе надо объединить свои усилия для того, чтобы решить эту проблему. Перекладывать вину друг с друга, это мы будем еще десятилетиями. И потери граждане, времени. И органы местного самоуправления, и ветеринарии, все должны вместе активно работать. Очень важный вопрос, нужно ли отстреливать таких животных? Звучат и такие очень жесткие предложения, да? Как вы смотрите на такие высказывания? Тут такой момент. Например, говорят, вот бродячих лис отстреливают. Почему не отстреливать бродячих собак? Да? Мы это обсуждали. Но вы поймите, собаки и вот эта ситуация с собаками, это то, что было создано в результате создания человеком искусственной среды обитания. А лисы – это природа. Поэтому мы, наверное, в ответе за тех, кого создали, да, раз мы создали город, деревню, мы должны проблему эту решать. Решать гуманно. Ведь существует порядок, например,
Отлавливают собак, везут в ветеринарию, выявляют бешеные и не бешеные, а потом уже принимают решение. А где будет критерий с другой стороны, если будет ходить человек с ружьем и всех подряд стрелять? Он же не может по внешнему виду только определить, так, вот это вот одичавшая собака, а это просто собака. Да? Это, ну, понимаете, применение таких кардинальных мер, как вот отстрел всех бродячих животных, ну, лично я считаю, что это неверно, потому что это можно будет потом применять на что-то другое. Это же войдет в нашу жизнь. Спокойно отстреливать на улице собак, а вдруг это дети увидят. Ну, куда это годится? Нет. Закон есть, давайте его будем дорабатывать, давайте, раз положено звонить, увидев агрессивных животных, звонить, давайте будем жаловаться, если не проходят эти звонки, обращения. Общественная палата всегда открыта в этом смысле. Мы принимаем эти обращения по электронной форме. Мы не формализованы какими-то вещами. Мы собираем общественное мнение. А мнение общественное у нас просыпается только тогда, когда в Ютубе или в Инстаграм появляется какой-нибудь душещипательный ролик. Большая просьба для всех телезрителей. Вы, пожалуйста, всегда пишите, всегда звоните. Проблему надо решать не в кризис, а до него. А мы всегда рады этому и готовы. Мы для этого и занимаемся общественной деятельностью. Спасибо вам большое, Булат. Очень интересный разговор, я думаю, получился. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был Булат Сафин, руководитель Временной рабочей группы при комиссии Общественной палаты Башкортостана по решению проблем бездомных животных, член Общественной палаты Республики Башкортостан. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.